традиционно вот перед ифтаром хотели собраться, поговорить на важные темы, в частности, про пост, про священный месяц Рамадан. До Рамадана осталось буквально считанные дни. Также мы сегодня позвали известного бойца Рената Фахридинова. Он также выступит на нашем мероприятии. Так что усаживайтесь. والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى. Моя миссия будет поговорить о спорте, о тренировках в Рамадан месяц. Много тут знакомых, на самом деле. Давайте сначала спросим, все ли у нас пост держат. Я думаю, большинство, да, особенно ребята, да. Молодцы, но теперь вопрос. Пост держим, а в пост тренируетесь или нет? Нет. Но есть только поздно вечером, там 30 минут с гантельками. По личному опыту скажу, на самом деле у нас никогда такого не было, чтобы нам говорили в Рамадан тренироваться или не тренироваться. Сейчас мне уже сколько, 34. И раньше, видимо, когда был помоложе, такой вопрос не вставал. Мы тренировались, причем мы тренировались очень сильно. Вот я сейчас вспоминаю, думаю, для чего это было все сделано. У нас были такие тяжелые спарринги, мы всегда выползали из зала, быстрее до дома доехать, чтобы на ифтар успеть воды выпить. Сейчас, естественно, с годами ты себя начинаешь больше беречь, уже понимаешь, что Рамадан, в принципе, не для этого создан. В Рамадан нужно думать о поклонении, о посте, таравих и так далее. Особенно в Москве у тебя с учетом того, что времени много уходит на дорогу, чуть-чуть ты меняешь планы и вообще тренировки свои. Особенно важно, знаете, сейчас начну, наверное, с самого сухура. Многие именно, кто тренируется, они уделяют очень большое внимание именно сухуру. К сожалению, у нас, особенно последние, наверное, 10 дней, последние 3 недели, мы, ну как бы ни звучало, но сухур не обращаем особого внимания. Мы просыпаемся, пьем водички и ложимся спать. Причем не просто там чуть-чуть воду пьем, а обычно напиваемся. И потом ты пока спишь до утра, как бы там ни звучало, ну, как бы мы спортсмены, если об этом говорить, ты все равно как бы с тебя эта вода выходит, и к утру уже ничего не остается. Поэтому, если тренироваться, то нужно в течение дня, именно в разрешенное время с заката до восхода, в течение вот этого, сколько там у нас сейчас, часов 7, наверное, будет, да? Сейчас намного больше. Больше, да? Сейчас, да, с Магриба там. Да, ну да, вот в течение этого времени побольше воды пить. И, естественно, аккуратные тренировки. Было вот года 3 назад, наверное, я готовился к бою. У нас последние 10 дней было, у меня оставалось за бой, наверное, месяца 1,5. И мы порвали с тренером грудную мышцу именно в последние 10 дней Рамадана. Почему? Потому что первые там 2 недели, наверное, начала Рамадана, у тебя все равно еще витамины сохранены, потому что ты ел все, что хотел, пил в любое время. И вот эти последние 10 дней, они на самом деле самые тяжелые. И нужно обратить внимание, что вот эти 10 дней нужно быть максимально лайтовые, так скажем, если мы говорим про зал. Да, они должны быть максимально лайтовые. Если говорить меня, вечером стараюсь, опять же, всякое бывает, когда в гости есть, у нас же любят, вообще у татары любят же чучмаки и так далее, тесто вот у нас вот это все любят, к сожалению. Но по-хорошему это нужно убирать и стараться больше добавлять клетчатки. Вот у нас, к сожалению, у татара очень мало клетчатки, то есть это зелень и так далее. Мы, к сожалению, ее очень мало едим насовываем. На самом деле это вообще даже на диете, я когда на зонке бываю, я гоняю много, около 20 килограмм. Это и сейчас большой. Выступаю я в категории 77. И приходится очень есть много клетчатки. И когда привыкаешь, организм очень себя хорошо, так скажем, ведет. Да? Поэтому в Рамадан, ребят, больше клетчатки. Белочка добавлять обязательно побольше. Ну и сложные углеводы. Желательно без сахара. Я от сахара в прямом виде отказался уже несколько лет. Иногда могу себе там после боев недели-две позволить поесть, а так от сахара я отказался. В принципе, у нас сахара вон на столе, посмотрите, сколько. В тот же самый виноград, финики, яблоки. Там нам, в принципе, сахара достаточно. И в Рамадан этого тем более достаточно. Потому что что?
Мы сразу сделали ифтар, пошли намаз сделали, закинулись всякими сладостями. В принципе, у нас уже не хочется есть. А организм уже понимает, что не хватает ни белка, ни углеводов. Профессиональные спортсмены, они все-таки, наверное, знают, как это делать. Может, у вас свои секреты есть. Ну а для тех, кто просто любительски ходит в качалку или бегает там. В принципе, то же самое. Просто у нас чуть-чуть посложнее, потому что нагрузки другие. Но вот я советую профессиональным спортсменам в месяц Рамадан быть любителем. Вот как вы, прийти, побегать 40-45 минут, сделать какое-то кардио. Но опять же, чтобы пульс не превышал там 140, 130, 140. Потому что если у тебя бешеный темп в красной зоне, на часы смотришь, что там красная зона. Вот это вообще неправильно. В месяц Рамадан нужно чуть-чуть поаккуратнее, потому что здоровье у нас одно. И нужно особенно молодежь берегите, потому что нам, когда мы молодые были, нам никто этого не говорил. Мы тренировались, как говорится, на убой. Поэтому наладьте обязательно наладьте. Но если в качалочку или там кардио делаете, то обязательно нужно восстановительные напитки. Это у нас раньше это регидрон называлось, сейчас это мода электролиты называются, изотоники. Это в любом спортивном магазине, либо на маркетплейсах это все продается. Очень хорошо, кстати, восстанавливает, когда активное такое потоотделение идет, особенно в Рамадан. Очень хорошо восстанавливает электролит. Можете там записать себе и так далее. Насколько чередовать это надо? То есть так же, как обычно, 2-3 раза в неделю, как вот вне поста? Если мы говорим о здоровье, то вообще 2-3 раза в неделю, в принципе, этого достаточно тренировок. Даже несмотря на то, что человек в этот день работал, да, вот он дотянул до ифтара. Но опять же, все нужно И прислушиваться к организму. Это да. Если ты устал и так далее. Все Но если выбор, естественно, если ты устал пойти на таравих или в зал, лучше, конечно, на таравих пойти, потому что это весь Рамадан. Но если мы говорим о спорте, то да. Если вы реально решили остаться дома, лучше пойти на тренировку. Я говорю, лучше на тренировку прийти, даже просто прийти, пообщаться и уйти. Но это лучше, чем остаться дома. Ренат Кардеш, таравих в каком-то смысле тоже чем спорт, 20 ракатов. Это спорт, да. Икры после таравиха Да. всегда валят. Согласен. Просто порой складывается ощущение, что такой, скажем, с исторической точки зрения для татар близкий вид спорта, как единоборство, сражение, битва, да, отходит на второй план, а на первый план выходит и тиражируется в СМИ все-таки более другие какие-то виды времяпровождения. Какие вообще перспективы в целом общий? Ты же знаешь, какой для меня больной вопрос. Я вот думаю, просто прикладные вопросы. Это да, это для меня больной вопрос, тоже почему у нас в республике столько здравых татар, столько хороших ребят, но они, к сожалению, не занимаются единоборством. Даже здесь, в Москве, у меня практика была, я до UFC, я тренировал. И ни одного татарина у меня не тренировалось. Максимум приходили, месяц тренировались и уходили. Типа, мы все знаем, мы всему научились. Я тренируюсь пол своей жизни, и с каждым разом я все понимаю, что я вообще абсолютно ничего не знаю, да, в этом виде спорта. Вот ты правильно сказал, битвы и так далее. Для кого-то вот реально, наверное, может для руководства, может для чиновников, возможно, единоборство это для них битва. Для нас это спорт, а для них, возможно, это битва, поэтому они не стараются, так скажем, раскачивать единоборство. Я понимаю, в Киргизии, по-моему, тоже вообще на законодательном уровне единоборство убрали. То есть ММА именно у них нет. И до 2003 года в Париже этот вид спорта тоже был запрещен. Поэтому не только у нас, оказывается, это все, так скажем, плохо. Но, опять же, столько молодых ребят, вот давайте вот сейчас руки поднимем просто, кто единоборствами занимается. Единоборство это не обязательно там ММА, может борьба, грэпплинг. Ну вот, видите, уже человек 7, вижу, уже неплохо. Наверное, стесняется, а Ну, по ушам видно все. Что хочу предложить. Можете к нам в зал прийти. У нас зал, где мы сами тренируемся на Павелецкой. У нас хороший зал. У нас, сестрам тоже скажу, у нас понедельник, среда, пятница, воскресенье отдельные женские дни в бассейне. То есть бассейн закрывается, никаких камер, ничего нету, можете спокойно плавать, приходить. Понедельник, среда, пятница, воскресенье женские дни, вторник, четверг, суббота это мужские дни. У нас есть кофейня, у нас есть халяль-кафе, мы можем прийти, спокойно помолиться, там есть места, где можно помолиться, потренироваться и так далее. Поэтому... Борьба, да? Нет, там вообще любые виды единоборств есть, но я больше, чтобы сестрам, потому что нет у вас в Москве, я точно не знаю таких бассейнов, полноценных бассейнов, да, они там 4 дорожки по 20 метров, с баней и так далее, я не знаю. За этот зал я могу уверенно сказать, что там все, ну, по нормам халяль, потому что нету камер,
и все закрывается, и доступа мужчин, ну, естественно, не будет. А как называется? Не Evolve Gym? Evolve Gym. Ну да, Evolve Gym, это зал, где я тренируюсь. Это на Павелецком находится, Дербеневская набережная, 76Б, по-моему. А как еще раз называется? Evolve Gym. Да, ну если что, потом подойдете, я вам скину контакты, помогу вам со скидкой абонементы, кому надо. Это самый первый вопрос будет, естественно. Это хороший вопрос. Мы для этого здесь, мы друг другу должны помогать, поэтому я с радостью помогу, чем смогу, обращайтесь. Вот какое время вы бы посоветовали прежде всего выбрать, отделить для тренировки? Утренние часы, вечерние перед Магрибом или же лучше после Иша? Во время Рамадана? Да, таравиха. Не, ни в коем случае не утренний. И все говорят, хорошие тренировки после ифтара. После ифтара таравиха. Я, например, не могу. Когда я вкусно поел, сходил на таравих, мне хочется дома посидеть. Мне не хочется никуда идти, поэтому я тренируюсь до ифтара. Естественно, Москва, ты закладываешь там час на дорогу обратно и так далее, ты тренируешься за пару часов. А если я бы, например, жил бы, например, у себя на родине, где мечеть прямо в 5 шагах, я тренировался бы впритык к ифтару. То есть я потренировался, пошел, помылся и так далее, и уже как бы сразу на ифтар. Но так как это Москва, приходится минимум там за часа 3, час тренировки, и там закладываешь 2 часа на дорогу. Но опять же, это нужно по организму. У меня организм, к сожалению, привык к истощению, на сгонке тренироваться, поэтому я как бы спокойно к этому отношусь. А вот, опять же, нужно чувствовать организм. Это, наверное, все-таки индивидуальный такой подход. Это 100% индивидуальный подход, 100%. Больше воды пить. Обязательно больше воды. Я обращу к тому, что электролиты. У нас же любят вместо воды заменяют кока-кола и вот всякими сахарными вот этими напитками, которых в принципе нет толку нет на самом деле. Ну и в Рамадан посоветовал бы именно воду с газом. Как бы ни звучало, именно вот минеральную воду с газом, потому что это помогает восстановиться. Стоит какие-то витамины пить во время Рамадана? Витамины обязательно. Я вам потом, если хотите, отдельно покажу, сколько у меня там. А вы, вот мы недавно вместе сидели, ужинали, я ему показал, сколько у меня витаминов. Витамины обязательно. Витамины обязательно. Потому что без них, к сожалению, у нас сейчас продукты питания все равно качеством отличаются. Мы В первую очередь какие? Ну, там, витамин D, само собой. D, омега. Вот самые у меня такие D, омега, мультивитамины. И я пью, знаете, что советую всем и мужчинам, и женщинам? Креатин. Даже те, кто не качается. У нас же ассоциация, что креатин только для тех, кто качается. И в Рамадан он особенно полезен. Почему? Потому что он водичку в организме задерживает. И очень полезная тема. А для единоборства она еще полезна тем, что она предотвращает микросотрясения, потому что на спаррингах постоянные удары и микросотрясения бывает. И креатин в том числе помогает от этого. А если не тренируешься на профессиональной основе? А ничего, БЦА вообще такая, знаете, говорят, что это деньги на ветер, но я все равно пью. Как лишний раз, ну как бы, хуже точно не будет. Хуже точно не будет. Ренат Абый, у вас сын, по-моему, да, занимается? У него, у сына линейка спортивного питания. Он, как называется? БАДы? Мангров, по-моему, называется тоже. Скину, я вот попробую, потому что нам очень важно, у нас же есть допинг-контроль, и мы не можем брать те витамины, которые не проверены. Потому что иногда производители добавляют запрещенные вещества, например, там, в креатин или в протеин, чтобы... Там, раньше же, да, был вопрос, сколько я там с банки протеина наберу. И некоторые добавляют туда, например, образно говоря, метан, чтобы там набрать сухую мышечную массу. А это как бы запрещенный для нас препарат, поэтому мы с большой такой опаской, осторожностью витамины пьем. Лучше в проверенных местах это все брать. Что турецкий? Турецкие, знаете, еще где хвалят? По-моему, в Таиланде хвалят, потому что там, по-моему, чуть ли не смертная казнь за подделку вот этого всего. По-моему, в Таиланде. Но опять же, это нужно вести и так далее. Что, наверное, потом еще поговорим сейчас. Самое главное, для чего мы собрались. Ренат Абыга, передадим слово и внимательно его послушаем. Вот представляете, начинается месяц Рамадан. День. Я хочу кофе попить, водички попить, соку попить. В гости меня пригласили. Почему я должен от этого отказаться? Вот вопрос сразу отсюда идет. Ну, традиция предков также? Так воспринимается? А что это? Один из столпов ислама. Ну и зачем мне это соблюдать? Я его могу взять и нарушить. Так же? А почему не могу нарушить? Приказ. Приказ. Чей приказ? Всевышнего. Смотрите, это приказ Аллаха. Это очень важная вещь. Понять, кто нам
приказывает. Кто нам повелел? Повелел нам это тот, кто сотворил небеса и землю. Тот, кто сотворил нас. Тот, перед кем мы предстанем в судный день. Хотите вы этого или не хотите? Серьезно принимаете, воспринимаете это или нет? Но мы предстанем перед тем, кто нас сотворил. Я не буду погружаться в эту глубоко в эту тему. До этого я затрагивал на других выступлениях, здесь же в том числе. Я затрону тематику. Аллах Тааля говорит, вот давайте смысл жизни какой? Что может побудить человека к совершению каких-то дел? Аллах, представляете себе ситуацию? Вот Ренат спортом занимается, так же? Чемпионом наверняка мечтает быть. Кто-то здесь находится, мечтает бизнес построить, правильно же? Свою схему какую-то. Кто-то доктором известным хочет стать, кто-то ученым известным, так же? Кто-то хочет реализоваться, мужа главное найти, или же жену найти, детей, чтобы завести, правильно? У каждого есть какие-то цели, какие-то задачи, чтобы реализоваться в этом мире. Вот потребности есть, так же? Это у любого человека есть. Но вот вы представьте себе ситуацию. Недавно вот эту историю я приводил на худбе. Человек живет в Эмиратах. Он работает там, 40 лет он работал. 40 лет работал, сам он из Иордании. Просит своего родственника, чтобы он построил ему дом. Накопил состояние, отправляет деньги. Он начинает, родственник, строить дом, дворец. Дворец этот строится, он делает замечание, говорит, слишком роскошный. Вообще, настолько роскошный, что это чрезмерство. Это исраф. Зачем тебе это? Он говорит, я 40 лет трудился для этого. Я заслуживаю, чтобы хорошо пожить. Всю жизнь я впахивал. Строится его дворец. Потом находится, что он прям дворец строит. Находит, что у него рак начался. Онкология. Отправляет его в США лечиться. А там говорит, все, опоздал, поезд уехал, уже ничего не можем поделать. И он едет себе на родину. После 40 лет того, как он работал для того, чтобы добиться богатства. Приезжает, наконец, в свой этот дворец. Заселяется на один день. На следующий день он переходит в другой дом. Это в могилу. Всю жизнь человек впахивал для того, чтобы один день, на одну ночку, поселиться в своем дворце. Чемпион, профессор, академик, прекрасный муж, прекрасная жена. Рано или поздно все это закончится. Все это закончится. И здесь возникает вопрос. Вообще смысл всего этого был? Какой смысл нашего существования, нашего бытия? Есть кто может ответить? Предопределение. Нет, предопределение это другой вопрос. Поклонение. Поклонение, правильно? Все скажут, откуда мы знаем, зачем мы сотворены? Откуда? Кто верит в Бога, он говорит, Бог мне должен был сообщить об этом, так же? Как нам Бог сообщил относительно того, для чего Он нас сотворил? Как? Через пророков, правильно же? Да. Священные книги, у иудеев, мусульман, христиан были пророки. Пророки говорили от имени Бога. И до нас доносили то, для чего мы сотворены. Основная цель, функция. «Вама халактуль джинна валь инс илля ли'абудун». Мы не сотворили джиннов и людей, кроме как для того, чтобы они нам поклонялись. Что значит поклоняться? Сразу, да, ассоциацию людей. Меня сейчас хотят монахом сделать или монахиней. Так, есть такое? Куда-то загнать. Вопрос, что такое поклонение? Намаз совершать. Молитва, например. Пост. Хорошо. Когда у меня есть харамный заработок, например, в красно-белом меня приглашают поработать. Или кого-то из вас. И хорошую зарплату предлагают, харамную. Или же предлагают какую-нибудь запретную, сделку. И ты отказываешься от нее. Это поклонение? Да. Поклонение. Это поклонение. Почему? Суть поклонения заключается в подчинении. Подчинение. Я раб того, кто меня сотворил. Он мне не спаслал правила жизни. Он мне разъяснил, что хорошо и плохо. Он, если я верю, что это Бог, Он мне разъяснил, что хорошо, плохо, что Он любит и что Ему ненавистно. Я пред Ним предстану в судный день. И я буду отвечать, насколько я придерживался Его правил. Это очень важно понять. Он мне приказал молитву совершать, я совершаю молитву. Он мне приказал пост держать, я держу пост. Приказал хадж совершить, я совершаю хадж. Приказал отстраниться от алкоголя, я отстраняюсь от алкоголя. Вы понимаете правила здесь? Запретил воровство, предположим, а возможность есть. Взяточность запрещена также и давать взятки.
А ты, тем не менее, ты отказываешься от этого. Даже если тебе ущерб какой-то будет в вопросах дуния. Это поклонение? Потому что когда я выполняю повеление это, я возвеличиваю своего Творца. Когда ты это делаешь, ты признаешь его власть над собой. Ты надеешься на то, что ты желаешь приблизиться к нему. Ты надеешься на то, что ты зайдешь в рай. И боишься наказания за то, что его ослушаешься. И именно хороший аят один в Коране есть, который ставит на место многие эти вещи. Верующие, неверующие, какие-то цели все ставят в этой жизни, правильно? Элементарно профессор, академик или еще кто-то. Аллах Та'аля говорит в Коране: «Куллю нафсин заикатуль маут». Всякая душа, то есть без исключения. Я, ты, все мы, без исключения, заикатуль маут, почувствуют вкус смерти. Кто-нибудь сомневается, что он умрет? Кто-нибудь сомневается? Никто не сомневается, я думаю. Да, мы пытаемся уйти от этой мысли. Чего вот опять грузит нас по смерти, да? Тут нагоняет. Знаете, там, как у нас бывает у некоторых татар, там, давайте Коран вам почитаем. А, не, я еще не готов умирать, да? Бывает такое? Не готов умирать. Вопрос: смерть – это реальность. И к ней нужно адекватно, не панически бояться, а адекватно относиться к реальности, которая она неизбежна. Для того, чтобы просто элементарно быть как данность, которой нужно считаться и быть, просто быть готовыми к ней. Тогда у тебя жизнь принимает немножко другой смысл. Я объясню, потом еще раз раскрою в конце иншалла эту тему. Каждая душа почувствует вкус смерти. И вот здесь вот человек, который мышлением ограничен только лишь этим миром. Стану профессором, стану чемпионом, стану академиком, стану тем. Как только ты понимаешь, что ты умрешь, и осознаешь реальность этого, не убегаешь от этой мысли, возникает вопрос: хорошо, я умру, а что дальше? В чем тогда смысл всего этого богатства было? Это признание, это слава, этого статуса. В чем смысл всего этого? Если это все здесь закончится, туда ты не заберешь это. И Аллах Та'аля потихонечку нам сигналы дает. Когда ты молодой был, да, там 16, 17, 20 лет, одни силы. 35, 36, 40, уже спина болит, то болит. Потом раз седина начинает появляться. То есть сигнальчики такие. Ты не вечен. Ты что-то с тобой будет. Сигнал. Задумайся. Ты приближаешься. Зачем ты сотворен? Ты предстанешь перед своим Творцом. Как ты перед ним будешь держать ответ? Каждая душа почувствует вкус смерти. И вы сполна получите воздаяние за ваши дела. Когда? Когда кто? В день? Да, в судный день. Когда мы все, день стояния, когда будем стоять, верующий, неверующий, атеист, буддист, адвентист, мусульманин, все будут стоять перед Господом миров и будут отвечать за ту жизнь, которую прожили. За ту жизнь, которую прожили. И что будет? Сполна вы получите воздаяние за ваши дела, и именно в этот судный день. Что это значит? Давайте смысл какой здесь. Вот этот мир, то, что мы здесь живем, возникает вопрос: а почему в мире такая несправедливость? Возникает вопрос? Да. А где Аллах, когда там в Палестине бедные дети, женщины, там невинные люди умирают? Где справедливость? А вот этот человек, он столько бед людям принес, и в богатстве живет, в признании живет, и умирает, никаких проблем у него нет. А вот этот человек, он такой хороший человек, помогает всем. Ну, по несправедливости что-то ему было причинено, да, там украли, обокрали, лишили его имущества, посадили в тюрьму по несправедливости. Где справедливость? Где справедливость? Кто скажет? А в этой жизни, может быть, и повезло. Этот мир не мир воздаяния, не мир справедливости. Этот мир чего? Испытания. Лияблювакум, как Аллах Та'аля говорит, который сотворил смерть и жизнь. Лияблювакум, для того, чтобы испытать вас. Айюкум ахсану амаля. Кто из вас лучше будет в делах? Кто правильнее будет в делах? Я понимаю, это непривычно для нашего сознания, для нашего мышления. Потому что информационное пространство, субкультура делают все, чтобы мы об этой реальности забыли. Живи одним днем, наслаждайся жизнью и так далее. Все, вот здесь и сейчас. Дальше потом не хочется думать. Особенно то, что вызывает дискомфорт, неудобство. Но давайте, если мы не будем думать об этом, не будем относиться к этому адекватно, как к реальности, которую не избежать, мы будем ли готовы к ней? Вот как мы будем, что мы скажем нашему Творцу, когда мы предстанем перед Ним в судный день? Просто серьезно задумайтесь.
Просто на мгновение серьезно задумайтесь, что вы ответите. Я отправил вам пророков, я отправил вам божественное откровение, а ты занимался там просмотром фильмов, сериалов, чем-то вот посторонним. Тебе от Господа миров пришло божественное откровение. Какое внимание ты ему уделил? Что ты изучил из него? Что ты попытался понять? Насколько ты попытался следовать за этим? Каждая душа почувствует вкус смерти. И каждому иннама туафауна уджуракум яумаль кияма. Сполна воздаяние за ваши дела будет именно в судный день. Этот мир, не мир воздаяния. Этот мир, мир испытания. Тот человек, который будет отдален от огня. И будет введен в рай, он преуспел. Если ты был беден в этом мире, или кто-то был беден, несчастен, гоним, он избежал ада и зашел в рай, он преуспел. Сполна за его терпение, за его благие дела он получит не в этом мире, в том мире. В этом мире частично получит, возможно, но в первую очередь в том мире. Если человек притеснял, несправедлив был, нарушал предписание Аллаха Тааля, сполна он получит воздаяние за свои дела. Не в этом мире. Он может расслабиться в этом мире, почувствовать свою безнаказанность. Намаз не делаю, пост не держу. Ничего страшного, мне и так хорошо, мне и так всего достаточно. В том мире он получит сполна. Этот мир – мир испытания. Тот мир – мир воздаяния. И там уже дальше вечность идет. Наша вечность зависит от того, как мы в этом коротком временном промежутке себя покажем перед тем, кто нас сотворил. Кто был отдален от адского огня и введен в рай, он преуспел. Он по-настоящему преуспел. Даже если в этом мире про него говорили, что он неудачник, да, никчемный человек, денег заработать не смог, но он преуспел. Соответственно, тот, кто не избежал ада и не зашел в рай, он кто? Он неудачник. Даже если про него книги писали. Потому что он потерял вечность. Что может быть больше, хуже, большим ущербом, чем потерять вечность? Это мирская жизнь, земная вот эта вот, которая является местом, где человек испытанию подвергается. Ничем иным, кроме как мата, временным наслаждением, гуру, который является обольщением для нас. Мы же знаем, что это мы здесь временно, так же? Временно наслаждаемся чем-то. И гурурой, и обольщением является. Мы же это понимаем, как будто Аллах Тааля говорит, вы же знаете, что оно временно. Так не обольщайтесь же им. Выстраивайте правильно приоритеты. Успешен тот, кто зашел в рай и избежал ада. Как можно зайти в рай и избежать ада? Вопрос. Выполнять предписание Всевышнего. Выполнять предписание Всевышнего. Одно из предписаний это пост. Также у нас приходит хадис. Изаджа Рамадан. Когда приходит месяц Рамадан. Футтихат абуабуль джанна. Открываются двери рая. Вагулликат абуабу нар. И закрываются двери ада. Когда ты слышишь, что двери, например, какого-то богатого человека открыты для гостей, всех приглашают, как будто приглашение идет, да? Зайдите. Когда ты слышишь, что в Рамадан открыты двери рая, что значит? Побуждение. Зайди в эти двери. Зайди, воспользуйся случаем. Множество причин того, чтобы твои ошибки прошлого были прощены. Множество причин, обстоятельств для того, чтобы поменять, изменить себя. Пагубные привычки какие-то есть. Намаз никак не можешь начать делать. Пост никак не... Вот начни пост держать, начни намаз делать. Не надо откладывать. Вот этот месяц. Восуд предать шаятин. Шайтаны, они в оковы заковываются. А почему же люди грехи совершают в Рамадан? Как думаете? Привычки остаются также. Не во всем. Во-первых, есть нафс, душа, которая желает чего-то. Ну, здесь нужно немножко, как брат говорит, силу духа уже, которой ты ограничишь свой нафс. Что тебе даст силу? Понимание того, что ты предстанешь перед своим Творцом. Это источник силы. Почему я должен сейчас отказаться от этой еды, например? Для того, чтобы приобрести у Господа миров. Так же, как человек ограничивает себя в какой-то еде, сахар не ест, чтобы здоровее быть, так же, чтобы чемпионом стать. Ты лишаешь себя сна где-то, каких-то удовольствий, для того, чтобы докторскую научную степень получить. Каких-то мирских благ лишаешь себя, чтобы накопить какое-то состояние, бизнес-проект запустить, что-то себя... Просто лежа на диване, ты же не добьешься этих результатов. Ты стремишься к этому, потому что желаешь этой цели. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Хорошо, можно ли быть доктором, профессором, и в то же время, чтобы это было на пути Аллаха Тааля? Возможно ли это? Возможно. А как?
доктор наук тоже может в мечеть ходить, намаз делать. Правильно? А что за правильное намерение? Вот давай вот просто. Вот я хочу, кто-то хочет просто доктором наук стать, а другой хочет просто врачом стать. Ну что, хорошо зарабатывать, дантист, например. Или кардиолог какой-нибудь, или еще. Ну, я не знаю, насколько они хорошо зарабатывают, но предположим. И как это? Ну, один стремится к бейджику, а другой стремится к тому, чтобы, ну, ради Всевышнего, допустим, лечить людей. Смотрите, приносить пользу. он видит, один понимает то, что это то, что приводит к довольству Аллаха. При правильном намерении. То есть фард кифая понятие. Если люди умирают от того, что нет компетентных врачей, с шариатской точки зрения является обязательным, чтобы какая-то достаточная группа людей взялись за выполнение вот этой функции, чтобы удовлетворять потребности людей вот в области медицины, скажем, в образовательной сфере. Также есть такое понятие. Значит, с шариатской стороны какая-то часть людей для того, чтобы эта обязанность спала, для того, чтобы предоставить качественные услуги, они выдвигаются, берутся за изучение этой сферы. Он достигает докторской степени, и он достигает довольства, одно из средств достижения довольства Аллаха, если он это делает с целью удовлетворения потребностей общества, выполнения обязательств, которое возложил Аллах Та'аля по отношению к обществу. Понимаете? Если человек заводит семью и растит достойных детей, не просто так, а для того, чтобы удалить себя от запретного, от соблазна, для того, чтобы создать семью и создать вот будущее поколение, достойное поколение, которые знают права Аллаха, которые будут достойными членами общества, которые будут соблюдать, бояться Аллаха Та'аля, соблюдение прав людей, творений. Само по себе это действие, это намерение, поиск супруги, это уже поклонение. Человек, который зарабатывает средства, мужчина, кто работать, кстати, должен зарабатывать? Мужчина, правильно зарабатывать должен. Он же и управляет, он же отвечает за семью, и он же хозяин. А женщина, на что он тратит? На женские хотелки, но не на раздутие губ, да? На халяльные хотелки. Скажем, не на все хотелки, да? Там рамки определенные есть. Хорошо, но если мужчина выходит с целью прокормить семью, обеспечить жильем семью, потому что понимает, что Аллах Та'аля возложил на него обязанность, он вознаграждение от Аллаха получает за это? Получает. Если он поставил цель не просто заработать богатство, а потом с ума сходить, где бы какую-то брендовую шмотку купить, а зарабатывать с целью для того, чтобы обеспечить своих родственников, помогать близким своим родственникам, например, там, какие-то там дороги построить, больницу построить. Это будет благим намерением, благим делом. Если он это делает не для того, чтобы о нем говорили, что он красавчик такой, а именно он ищет довольство Аллаха Та'аля, не просто слава. Он скрывается, может быть. Он именно хочет, чтобы это была его провизия для вечной жизни. Это очень важный момент. Пост, Рамадан, это один из лучших времен для того, чтобы приблизиться к Аллаху, стать другими, изменить себе что-то. Двери рая открываются по причине вознаграждения за благие дела в это время больше записывается. Атмосфера другая, способствует нашему исправлению. С другой стороны, греховного меньше становится. Но остается наш нафс, наши привычки, наш характер. Остается общество, люди со стороны, которые присутствуют. На самом деле, открою секрет, не все шайтаны заковываются в оковы, а наиболее беспредельщики из них. Но влияние их в Рамадан, оно будет меньше. И поэтому исправить, изменить себя становится легче. Теперь вопросы. В отношении ваших вопросов были, братья, по поводу поста в месяц Рамадан. Что такое пост в основе своей? Кто знает, что такое пост? Воздержание от еды от питья до заката солнца и воздержание от всего запретного, духовное, физическое испытание, время для переосмысления, больше времени. Давайте четкое определение именно поста. Вот чисто вы вначале... Приказ Аллаха. Воздержание. Это приказ Аллаха. Дальше. Но в чем он заключается? Воздержание от еды, питья, от половой близости, тех вещей, которые нарушают пост, скажем так. От времени начала фаджра, от восхода, до времени захода солнца, пока солнечный диск за горизонтом не уйдет. Вот в это время. С какой целью? Дядя Вася, сосед, ну, предположим, мой приходит, говорит, я тоже, говорит, пост сегодня держу. Весь день проспал, не ел, не пил, ничего. И я тоже сегодня пост продержал. Это Рамадан лентяй уже. Нет, не вопрос. Он пост его считается или нет? Нет, потому что благие дела должен совершать днем. Нет. Намерений не было. Не было намерений. Какого намерения? Ну вот сейчас будет у меня намерение, живот большой стал, ну, скину вес. Тоже. Или я докажу вам, что я могу на это.
Я докажу всем, что я могу весь месяц днем воздерживаться от еды и питья. Намерение Или же я докажу, мои предки это делали, я татарин, татары все не едят, татары не едят днем. Как вам такой вариант? намерение поклонения Аллаху. Поклонение Аллаху. Что значит? Аллах мне приказал, я выполняю его приказ. Я хочу, чтобы он мной доволен был. Я хочу, чтобы я, когда предстану перед ним в судный день, вот эти благие дела, вот это мое воздержание, Аллах, я тебе покорился. Ты мне приказал, я покорился. Чтобы вот это было на чаше моих благих дел в судный день. Понятно? Хорошо. Вопрос брата был. Если утром, ты проснулся утром и сухур не сделал, так же был? Что делать? В Рамадан месяц. Ничего не делать. Держать пост дальше. Терпеть. Терпеть. Не успел покушать. Вот так вот, брат. Сухур является желательным, не обязательно. Он является желательным. Проспал сухур, ну, брат, воздержаться от еды, питья и так далее до конца, до захода солнца. Альхамдулилля, сейчас не лето. Летом было сложнее, сейчас легко. Есть еще вопрос по посту, практические вопросы? Вот та сторона вопроса, вот, как задавал, часто вот татары говорят, вот, современные городские москвичи, там, что вот, мол, я работаю, как мне пост держать? Вот, Я работаю, мне, знаете, тоже говорят, я намаз как буду делать, мне же работать надо. Ага. У тебя на перекур больше времени уходит, просмотр роликов больше времени уходит, так же? Ну, давайте, это твой выбор. За свой выбор ты будешь отвечать. Аллах не возлагает на человека больше, чем может выполнить. Ты просто не хочешь его выполнять. Если ты болен, если ты стар настолько, что умрешь, твоему здоровью это навредит, то с тебя спала обязанность. Если ты здоров, то, извиняюсь, ты в грех попадешь. Ты слабак. И вопрос духа. В исламе сильный считается не тот, который физически сильный, а тот, который в состоянии контролировать себя в гневе, например. Это не значит, что он правую еще одну по одной щеке дали, другую подставляет. Нет, не гнев его контролирует, а он контролирует свои действия. Если надо, он жестко поступит, если надо, мягко. Он самоконтроль, сильный. Когда что-то запретное происходит, например, запретный какой-то материал появляется, он в состоянии взгляд свой опустить. Когда запретный заработок ему предоставляется, он в состоянии отказаться от этого запретного заработка. Это сила с точки зрения ислама. Человек, который, может быть, физически крепкий, но на улице он не в состоянии в нужный момент взгляд опустить, он не является сильным с точки зрения ислама. Человек не в состоянии на 5 молитв выполнять, не является сильным. Человек, который говорит, мне работать надо, я не могу пост держать, он слабак. Ну, просто вот так. Он слабак, духом слаб, понимания нету. Это просто такая отмазка. Здесь главная пища, понимание, осознание того, что, давайте так вот, в судный день, что ты скажешь Аллаху Тааля? Вот этот вопрос. Насколько у тебя будет оправдание в судный день перед Аллахом Тааля? Если человек говорит, не будет, мало ли там что-то, оттуда никто не возвращался, но здесь вопрос, он по мусульманину просто не является уже. Что портит пост? Еда, питье, снежинки летят и умышленно, так? Портит пост? Умышленно, да. Портит. Случайно залетело. Не портит. Так же? Да. Давайте, что еще портит пост? Сквернословие, злословие, гиба. Гиба. Если гиба была портила бы пост, как, по-моему, имам Ахмад, кто-то из имамов сказал, то не было бы у нас постящихся. Это полноценного поста не является. Действительно, не является полноценным постом. Но сам как пост он действительно. Потому что пост, воздержание, еда и питье не нарушает пост. Да, но вознаграждение не делает полноценным. Смотрите, не держать пост в месяц Рамадан – один из больших грехов. Это большой грех считается. Если человек один день в Рамадан не будет держать пост, это хуже, чем наркотики примет, это хуже, чем алкоголь будет употреблять. Понимаете, это хуже, чем с кем-то подрался, еще что-то сделал. Это хуже. Теперь вопрос. Но человек, скажем, матом выругался. Его пост действительно. Да, он неполноценный, потому что суть поста – выполнение повеления Аллаха Тааля. Проявление покорности перед Аллахом. Здесь я покорился, а гайбат делаю, здесь не покорился. Выборочность получается, понимаете? Покорность, она неполноценная. Но сам пост человека действительно. Его гайба на чашу грехов кладутся.
то есть его гайбат по-татарски, да, его сквернословие или там кого-то оскорбил на чашу грехов, его пост на чашу благих дел. А если кто-то придет, нет блага в твоем посте, ты вот матом ругаешься, что тогда получится? Он еще к своему сквернословию на чашу грехов получит оставление поста. Слышали такое? А вот этот-то намаз совершает, а там, не знаю что, жену оскорбляет, жену обижает, бьет жену, например, слышали? Людей обманывает, ну я сейчас говорю, ну что-нибудь такое. Так же говорят? Да, бывает. Лучше бы он не делал. Не то, что он там кого-то бьет, кого-то оскорбляет, на чашу грехов кладется, так же? А то, что он намаз совершает, куда? На чашу благих дел. Перестанет намаз делать, что он от этого матом перестанет ругаться, что ли? Не перестанет же? А что будет? Это еще на чашу грехов ляжет. То, что не совершает человек молитву, оставление одной молитвы, это большой грех. Это большой грех. Это хуже, чем наркотики употреблять и алкоголь пить. Я более того скажу, это хуже, чем прелюбодеяние с точки зрения шариата. Оставление молитвы. Я себя постепенно подготавливаю, например, за неделю-две. Я начинаю, например, утром ем, воду пью в течение дня и вечером, например, ем. Чтобы не резко был, чтобы вот этот свой организм подготовить постепенно. Как вы рекомендуете? Вот интересный метод. Вот брат говорит, что он начинает, чтобы организм свой подготовить, после начинает, как сказать, между приемами пищи расстояние увеличивать. И организм потихонечку привыкает. На 4-й, на 5-й день вообще легко все идет. Все, организм за 3-4 дня привыкает. В основном у людей так. То, как вы делаете, это редко кто готовит себя. 3-4 дня, потом налегке все идет. В летом, сейчас тем более. Возражения давайте. А еще есть вопрос касаемо зубной пасты, пост. Зубная паста. Пенится, попадает в горло. Попало в горло, все, пост испортили. Поэтому зубы чистим до времени сухура. То есть до времени намаза, утренней молитвы. Потому что как только время утренней молитвы настало, значит что? Кушать запрещается уже. Если человек по забывчивости днем что-то скушал или выпил, что тогда? Кто знает? Не портит. Ат'амаки Аллаху сакаки, как в хадисе приходит. Аллах тебя накормил и напоил. Так же? А второй раз, третий раз, 4-й раз, что тогда? По забывчивости наелся полностью, салат съел, суп съел. А потом я же пост держу, да? Накормил Аллах Тааля тебя и напоил, но ты не привык пост держать. Но если ты вспомнил в процессе, то что тогда? Выплевываешь. То, что ты съел, выплевываешь. 2 пальца в рот не надо, только выплюнул. Все? Так, смотрите. Оставление поста одного дня – это большой грех. Это не малый грех, это большой грех. Дальше. Не выполнен. Человек говорит, я не могу весь Рамадан держать, я 5 дней я могу только держать. Кто-то ему скажет, вообще не держи, так? Говорят так? Если ты должен 30 дней поститься, невыполнение 20 дней – это меньше грех, чем невыполнение всех 30. Так же? То есть эти 5 дней они будут засчитаны? Засчитаны. Но остальное грех будет. Грех будет. Я вам скажу, если первые 5 дней продержите, иншаллах, дальше легко будет.